Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. И гость в нашей студии сегодня – участник специальной военной операции из Башкортостана, кавалер орденов Мужества и генерала Шеймуратова, медали за отвагу, участник президентской кадровой программы «Время героев» Оскар Ихтибарович Сидиков. Приветствуем вас. Здравствуйте. Оскар, вы заходили самым первым, так сказать, в самом начале специальной военной операции, то есть 24 февраля 2022 года. Вот расскажите нам, как это было? Мы знаем, что вы кадровый военный, вы, в принципе, с 2007 года уже ездили по России. Ну, было, конечно, волнительно, но профессионализм преобладал. Все-таки не зря нас учили хладнокровию. Задача была поставлена, задача была выполнена. Ну, для вас это был не первый опыт участия в боевых действиях, вы прошли и Сирию, так ведь? Так, да, совершенно верно. Но это помогло в зоне СВО или там все совсем по-другому? Нет, специальная военная операция – это совсем другая история. Все-таки Сирия – это одно, там против террористов, а тут более масштабнее и более динамичнее война. Ну, тут и регулярная армия получается. Да, совершенно Одно верно. дело какие-то партизаны, да, какие-то ополчения, а одно дело прям регулярные войска. Регулярная армия, тем более, мы же все понимаем, что не одна армия там, это армия всего недружественного нам Запада. И поэтому как бы специальная военная операция – это совсем другая история. Тут самое важное – это консолидация всего народа, чтобы мы были всегда едины, чтобы нас никто не смог победить. Оскар, мы уже отметили, что вы кадровый военный. А вот скажите, на ваш взгляд, в зоне СВО проще адаптироваться людям военным, нежели там добровольцам и мобилизованным? Ну, конечно, сложный вопрос. Это все зависит от человека. Главное помнить, что в критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих желаний, а опуститесь до уровня своих возможностей. Поэтому как ты будешь готов, как ты будешь подготовлен морально, физически и духовно, от этого и будет зависеть, как вы будете относиться к этой войне. Оскар, а вот вы в зоне специальной военной операции, так сказать, заходили с самого начала. И вот вы там пробыли ровно 2 года, ну, примерно 2 года, до 25 мая 2024 года. Вот скажите, есть разница, что было в начале и что вот происходит сейчас? Да, конечно, начальная война – это все равно как бы всегда начало войны – это сумбур, непонимание. А потом все и фронт выравнивается, и задачи проясняются как бы. Поэтому вот я был на разных направлениях. Каждое направление – это своя тактика, свое ведение боя. И, как ни странно, это везде разный противник. Потому что одну часть курируют одни, другую часть другие помогают нашим противникам. Поэтому все зависит от противника, который стоит перед вами. Какую-то бригаду они одним вооружением снабжают, да, другую бригаду там, другим вооружением. Поэтому от этого и зависит. Сейчас война технологий, поэтому на одном духе, как говорится, не пробьешься. Нужны технологии и противостоять каждому по-разному. Но, тем не менее, дух тоже очень много значит. Так ведь немало у нас случаев в истории, когда именно благодаря русскому духу из, казалось бы, самых таких сложнейших ситуаций выходили. Конечно, конечно. Мы только благодаря нашему русскому духу и выдержали этот контрнаступ, как их называют наши противники, которые распиарили, там чуть ли не целый год они готовились всем миром. Но благодаря именно русскому духу ничто они там не смогли, никаких конкретных целей, ничего не добились. Наша армия самая сильная, как была, так и есть. А вот эти 2 года в зоне СВО для вас, они как прошли? Ранения были? Да, были, но, слава богу, я в строю, готов биться, сражаться дальше. Ранения какие были? Ну, были подрывы на противотанковых минах на «Тигре». Ну, это были скорее переломы, которые быстро зажили. Главное, уверенность в себе и
желание биться дальше. Кто как бы ищет оправдание, тот и дальше больше восстанавливается, а кому не надо этого, восстановление идет быстрее. Оскар, а вы на каких направлениях воевали? Ну, начинал я заход свой из Белоруссии на Мгм. киевское направление. Стояли мы под Киевом, от 9 километров, практически под самим Киевом. Затем были на Харьковском направлении, наступали на Славянск. Затем вышли мы, немного побыли в Запорожье, тоже наступали. После этого перекинули нас в Херсонское направление на правый берег реки Днепр. Ну и в конце, вот уже перед контрнаступом, мы остановились на южнодонецком направлении. Сначала готовили наступление на Угледар, затем, когда уже началась подготовка к контрнаступу, мы стали на Времевский выступ, где и нашими силами были удержаны самые первые удары нашего противника. Оскар, ну вы уже сказали, что вы в боевом духе, да, готовы служить дальше. И сейчас мы знаем, что у вас фокус вы немножечко сместили. Вы являетесь участником кадровой президентской программы «Время героев». И об этой программе вы узнали, находясь на СВО. Как вот это было? Ну, у нас же в армии есть хорошие должности замполиты, которые Хорошо работают? хорошо Информацию работают, да. доносят? И когда было послание президента Федеральному собранию, мы смотрели и услышали призыв нашего верховного главнокомандующего, что он собирает свою гвардию. Ну и вот я последовал этому призыву, подал заявку на программу. И спустя некоторое время прошел все этапы и оказался в числе 83 участников. Со всей страны? Со всей страны, да. Ну, всего, как организаторы говорят, было 44 тысячи заявок. Из них вот выбрали первые 83, куда мы попали. Это солидный результат из такого огромного количества. Пока нечего гордиться, да. Но вы уже Пока всё прошли впереди. такой большой конкурсный отбор, и это тоже дорогого стоит. Да. Ну, наш народ должен понимать, что у нас война ведется не только на поле боя, но и война будет вестись и в тылу, и в экономическом, и в информационном пространстве. Поэтому мы должны быть готовы. Сейчас противник попытался у нас пробить, как говорится, с фронта. Не получилось. Сейчас он будет делать то же самое, только пытаться ломать нас изнутри. Поэтому мы должны быть готовы. Верховный главнокомандующий, наш президент Владимир Владимирович Путин, цели обозначил, цели будут достигнуты, поэтому мы здесь. Мы знаем, что вступительные экзамены длились около месяца. А что все-таки потребовалось вам, чтобы, так сказать, попасть в этот проект? Ну, все начиналось с анкетирования. Проходили мы анкетирование. После этого писали эссе. И после, видимо, после удовлетворения каким-либо требованиям уже нас запускали к тестированию. Тестирование проходили в онлайн-режиме. Ну вот. После тестирования уже дальше проходили на собеседование, которое проводилось в филиале РАНХИКС в Ростове, где также организован был выезд, сбор там у нас, и проводилось углубленное анкетирование, и затем где-то час мы, наверное, разговаривали с психологами, общались. Тестирование, которое проходили, оно было направлено на выявление управленческого потенциала. А какие-то боевые заслуги, награды учитывались? Потому что мы знаем, что от Башкортостана всего 3 участника попали, да, 2 героя России, и вот вы кавалер Ордена Мужества. Да, там одним из критериев это наличие госнаград, то есть подтвержденные заслуги ваши, и наличие управленческого опыта, а также наличие высшего образования. А правда, что там вот мог быть и рядовой, и, например, тот же самый подполковник сидеть за одной партой? Совершенно верно. Я вам больше скажу, у нас даже есть генералы, которые с нами за одним столом сидят, как бы, и у нас там уже вот эти границы на проекте все разорваны, как бы, все заодно. Весь проект у нас акцентировалось внимание на командообразовании. Помимо этого, с нами мы пересекались с проектом школы губернаторов, школа мэров.
И также у нас были командообразующие мероприятия для того, чтобы мы поближе познакомились в дальнейшем, как бы было легче в работе. А вот по времени вот вообще процесс учебный, он происходит как? Очно или все-таки дистанционно побольше? Ну, именно тех участников, которые 83 первых, у них проводится очная программа на базе мастерского управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Туда мы заехали 25 мая, и до середины июля у нас там проводились занятия. Занятия были интенсивные, с самого раннего утра до позднего вечера. Ну и плюс к этому мы ходили в поход на ледоколе на Северный полюс, где у нас вообще с 7 утра до 23, иногда даже до 24 были лекционные практические занятия. Ну, такая очень насыщенная программа, но вообще в целом «Время героев» — это подготовка кадров именно для управленцев, для того, чтобы подготовить управленцев для работы в органах государственной власти, да, муниципальных служащих, там, в каких-то крупных компаниях. Да. Вот вы для себя после обучения какую задачу ставите? Но мне хочется, конечно, в госслужбе остаться. Госкорпорации как бы я еще не пробовал себя, но война план покажет. Родина прикажет, значит, пойдем туда. Оскар, а как так вышло, что вашим наставником стал Ради Фаритович Хабиров? В начале программы задаются конкретные вопросы, кем вы видите себя в будущем. Ну и исходя из этого, как бы, в дальнейшем выбирается наставник. Ну и во-вторых, у нас все равно спрашивают, у кого бы хотели быть наставляемым. И мы вот пишем, если наставник дал обратную связь, то есть согласился быть наставником, то связь. В общем, вы выбрали главу Башкортостана, и он Да. согласился быть вашим наставником. Совершенно верно. А в чем заключается это наставничество? Мы знаем, что вот вы посещаете оперативные совещания, которые глава проводит, да, заседания правительства. В чем, что еще делаете? Все время рядом с главой или как это происходит? Не обязательно. Наставник, сами знаете, что наставники у нас занимают очень высокие должности, как бы у них нет много времени постоянно находиться с наставляемым, поэтому также у наставников есть доверенные лица, которые как бы в то время, когда он сам не может, доверенные лица как бы работают с нами. Ну, вообще первая стажировка у нас больше направлена на ознакомление. У нас будет в дальнейшем, опять же, очный модуль. И после этого мы еще раз будем ездить на стажировки. Поэтому вот первая стажировка – это больше ознакомление, погружение в саму суть госслужбы. Потому что у нас одно дело система военной службы, другое дело это госслужба. Это совсем разные системы, как бы, поэтому нужно немножко хотя бы привыкнуть, перестроить свой мозг. Ну, зная ваш характер, у вас обязательно все получится. Будем надеяться. Аллах берха. Желаем вам успешной учебы и плодотворной работы на благо нашей Великой Республики. Спасибо, что пришли к нам в студию. Ну а с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.